В последнее время международное диванное сообщество тюркоязычных войск никак не унимается. Им почему-то хочется активно участвовать в вопросе исторической правопреемственности авар Кавказа, к аварам Европы, которые в свою очередь, как пишут историки, пришли в Европу из Азии, будучи якобы азиатами тюркского происхождения. И в этом их активном участии, в этом вопросе, имеющем фундаментальное историческое значение, им, тюркам, почему-то очень сильно не хочется, чтобы авары Кавказа имели к европейским аварам какое-либо отношение. Но если подходить к этому вопросу логически, а не через призму всемирной тюркской пропаганды, которая начинается еще с 15 века, когда тюрками-османами были захвачены территории распавшейся уже на тот момент Восточной Римской империи, со столицей Константинополь, которому позднее, по тюркской уже сложившейся традиции, было дано имя на тюркский лад, и было переименовано в Истамбул. Таким же образом тюрки-османы, имея исторические документы, которые хранились в Константинополе, сделали определенные поправки касательно истинной истории авар. А именно, какого происхождения были авары. Таким образом они, тюрки, сделали историю авар частью истории тюрков. Так как у тюрков должна была быть великая история. К примеру, благодаря тюркской пропаганде, их так называемой Великой Тюркской истории вплоть до 19 века, по всему миру, Чингисхан, а также все монголы считались тюрками. Но начали появляться исследователи и историки, которые опровергали эту причастность, и теперь любой человек знает, что монголы это совершенно не тюрки. Что касается причастности авар к вопросу происхождения их от тюрков, то скорее это наоборот, тюрки происходят от авар, так как авары появляются на исторической арене гораздо раньше, чем тюрки. Вот что пишет о том, кто такие были тюрки, а кто были авары, историк Вернадский Георгий Владимирович, в повествовании «Древняя Русь. Вторжение аваров и появление тюрков». Для того, чтобы правильно понять предпосылки миграции аваров, необходимо еще раз обратиться к развитию событий во внутренних регионах Евразии. После того, как гунны ушли из Маньчжурии, в причерноморские степи в IV веке нашей эры, их место в Маньчжурии было занято другим кочевым народом, который упоминается в китайских хрониках под названием Жужань. В то время как гунны нападали на Римскую империю, жужань воевали с Китаем. Некоторые историки также считают гуннов и жужаней, то есть авар, родственными народами. Они, авары, преуспели в создании обширного государства, простиравшегося по зоне степей и пустыни от Маньчжурии до современного Туркменистана. Им также удалось оккупировать отдельные пограничные районы Китая. Среди племен, завоеванных жужанями, были тюрки, которые населяли Алтайский горный регион. Этот регион, как известно, богат рудами, и местные жители были давно знакомы с применением металлов. В любом случае, среди тюрков были искусные кузнецы, которые хорошо обеспечивали свой народ оружием. В конце 540-х годах, тюрки восстали против жужаней, и последние были не в состоянии подавить этот мятеж. Затем тюрки перешли в наступление, и в 552 году, тюркский хан Бумин нанес сокрушительное поражение армии жужаней, после чего он присвоил себе титул Кохана, то есть императора. Орда жужаней растворилась. Часть ее перешло под тюркское правление, часть мигрировали в Китай, где служили у китайцев стражами их внешних границ. Из чего видно, что еще тогда в середине VI века, тюрки впервые присвоили аварский титул Кохана, а в дальнейшем также пытались исказить историю авар, и выдать за свою. Еще одна часть жужаней, включавшая в себя правящие кланы, так называемых Нирун-авар, а также маньчжурцев, предков будущих монголов. Это третья часть жужаней, ринулась на запад. Именно эта ветвь жужаней, с присоединявшимися по пути различными небольшими тюркскими и иранскими народами, такими как уйгуры и эфталиты, стала известна на западе под названием аваров. Они также называются аубрами в русских летописях. Аварская армия первоначально насчитывала около 20 тысяч всадников, ее вел хан Баян. К началу 558 года аварская орда достигла рубежей Северного Кавказа и вступила в контакт с царями Сарира и Алани, которые были родственниками между собой. Царь Аланов, который был в дружеских отношениях с Византийской империей, передал известие о приближении аваров командующему Византийской армией в Закавказье Юстину, который, осознав важность известия, немедленно отправил гонца в Константинополь. Византийские дипломаты приняли быстрое решение вступить в переговоры с пришельцами с целью использовать их против булгар, которые в то время сильно нажимали на Константинополь. Итак, в разгар войны с булгарами в Константинополь прибыл аварский посланник и был принят с почестями. Он от лица хана предложил помощь аварской орды в войне против булгар, потребовав взамен солидную сумму и земли для поселения.
Требования были приняты, посланник получил богатые подарки, и посол императора, Валентин, был послан к хану в качестве византийского посланника. Известия о появлении аваров стали главной причиной отступления булгар от Константинополя. Булгары ринулись назад в степи, чтобы избежать нападения с аварами. Хотя аварская армия и не была многочисленной, она оказалась сильнее булгарской. Одна из причин превосходства авар носила психологический характер. Спасаясь от своих бывших рабов-тюрков, от которых можно было ожидать преследования, авары не имели иной альтернативы, кроме как прорваться в причерноморские степи, захваченные булгарами. Тюркская орда в то время могла собрать до 100 тысяч воинов, в то время как чисто Нирун-авары составляли всего 10 тысяч всадников, а общее аварское войско могло выдать 20 тысяч всадников, среди которых были и инородцы, в том числе и беглые тюрки. Авары были в отчаянном положении, поскольку у них не было ни продовольственных запасов, ни источников для получения оружия, ни скота и кузнец. Они ничего не теряли, а получить могли все, в ином случае они были обречены на голод и уничтожение.